Алейкум селям. Да, Эвелина, вот мы как раз сейчас с главой Херсонской облгосадминистрации говорим о деле Сейтумира Наматуллаева, и гражданское формирование Аскера несколько раз пресекало его бизнес на этой территории. Вот расскажите об этом и о каких еще бизнес-делах Сейтумира Наматуллаева вы знаете. Ну, мы неоднократно прекращали его деятельность, пытались достучаться до служб, до СБУ, до полиции. Нас 4 года никто не слышал. Честно говоря, руки опускались. В последний раз мы уже пошли на решительный ход, и мы все-таки синициировали обыск в конторе Попчангар. Мы вызвали полицию, мы вызвали СБУ, просто заставили работать службы. В процессе обыска было найдено очень много интересного, что впоследствии, я не буду сейчас говорить, что конкретно, впоследствии поможет нам всем все-таки доказать, что Сейтумир Наматуллаев госизменник, человек, который был главой района, он предал район, он слил район Российской Федерации. То есть в 2014 году территория Украины была оккупирована российскими военными. По поводу этого есть и подтверждения, и видео, и свидетельские показания местных жителей. Вот. И все-таки нам удастся, я надеюсь, вот, все-таки с новой властью, которая сегодня пришла в Херсонский район, в Херсонскую область, я надеюсь, что все-таки это получится. Вот. Также, кроме фирмы Попчангар, которая нелегально отбирала обманным путем у людей земли. Елена Ханум, вот у нас есть руководителя госадминистрации к вам предложение. Давайте да, вы говорите о том, что правоохранительные органы не реагируют. Я прошу вас, предоставляйте информацию мне. Моя задача в том числе координировать правоохранительные органы и соблюдение закона на территории нашей области. Поэтому, если правоохранительные органы не реагируют, мы будем обращаться в Киев, будем обращаться в Министерство внутренних дел, будем обращаться в Службу безопасности Украины для того, чтобы была соответствующая реакция. Но все должно проходить только в рамках закона. Никаких других механизмов я прошу вас не применять, и это будет незаконно, если мы будем действовать не в рамках закона. Это была Эвелина Арифова, заместитель командира гражданского формирования Аскер, с нами на прямой связи по телефону. И вот как Эвелина отмечала, и многие активисты отвечают, да, что на границе с временно оккупированным Крымом, на административной границе у Сейтумира Наматуллаева бизнес, в том числе и гостиницы, да, и некоторые из них предлагают почему бы не забрать просто вот эти гостиницы Сейтумира Наматуллаева и как бы разместить там все службы, касающиеся с Крымом в том числе. Вот как вам такая идея? Ну, повторюсь, мы живем в правовом государстве, и мы должны использовать только правовые методы реагирования на такую ситуацию. Из того, что говорите вы, мне стало известно, я изучал этот вопрос, и юристы поднимали этот вопрос в отношении гостиницы Чангар и других помещений на территории пункта пропуска Чангар. На сегодняшний день есть решение судов, и мы будем действовать в соответствии с этими решениями судов. Хочу еще раз подчеркнуть, что нам очень важно показывать, что Украина правовое государство, и требовать выполнения законодательства, требовать выполнения законов, решений судов от всех инстанций. Если они не реагируют, я готов помогать и достучаться до местных управлений или полиции, или служб безопасности. Если они не реагируют, будем стучать в службу безопасности в Киеве и в Министерство внутренних дел.